Быть профессионалом – это не просто, но безумно почетно. Ребята соревнуются в таком живописном месте, создавая самую настоящую красоту. В Уфе, в дивных садах Лимонария, состоялось торжественное открытие регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2024» по компетенциям ландшафтный дизайн. Собственно, сюда мы и приехали. Здесь студенты колледжа создают фрагменты садового участка с брусчаткой, растениями и проведенным водопроводом. Если я у себя в саду захочу сделать уникальный участок, какие мне понадобятся элементы декора? Именно декора, естественно, цветы, куда без них. Из декора, сможешь провести, например, что-нибудь из какого-нибудь водоемчика, например, да, опять же. Да. Очень популярно это было в свое время, кстати, в Японии. Там все на воде, да на рыбках. Также можно прокласть брусчатку по всему участку, чтобы ходить было удобней. И систему полива обязательно надо установить. Это поможет и дорожку помыть, и в какую-нибудь жаркую погоду полить что-нибудь можно будет. Какие у вас задания на конкурсах? В наши задания входит кладка брусчатки. Мы должны выложить круг, 2 дорожки, положить настил, построить забор, округлить все это, засыпать, посадить живую изгородь. Вот уже 5 лет на обустроенных площадках в Уфимском Лимонарии молодые специалисты республики демонстрируют свои навыки и творческие способности по компетенции ландшафтный дизайн. Расскажите, пожалуйста, про свой участок. Большинство работ уже более-менее сделаны, плитки уже положены. Это называется мощение. То есть вот эти вот тротуарчики – это мощение. Я занимаюсь тем, что сперва первые 3 часа распилил все деревья, теперь придется собрать все деревянные конструкции. В первый день соревнований ребята показали свои знания и умения, выполняя конкурсные задания. В чемпионате по компетенциям приняли участие юниоры. В группе юниоры в соревнованиях участвовали ребята школьных лесничеств Лаирского и Нуриманского районов республики по компетенциям ландшафтный дизайн. Школьники из Кушнаренковского и Карманскалинского районов республики, а также городов Октябрьский и Уфа. Все интересно, совсем не похоже на школьные олимпиады. Степан Торбин, Татьяна Никитина, специально для Горы новостей.